Крымские татары были народом, депортированным из мест исконного проживания, но далеко не единственным. Депортации были формой репрессий по национальному признаку и, к сожалению, подверглись этому, в общем-то, вот этой форме репрессий, к сожалению, многие народы, и крымские татары подверглись тотальной депортации. И это случилось буквально в одночасье. И нужно понимать, что это была сверхсекретная операция. И только в 5 часов вечера 17 мая руководители Крымской АССР, в частности Абдулджамиль Менбариев и Исмаил Сейфулаев, были вызваны к руководству Крыма, и им сообщалось о том, что крымские татары будут, скорее всего, вывезены из Крыма. Ну, разумеется, до депортации оставалось всего несколько часов, и никто из, так называемого, в кавычках говоря, рядового населения, из рядовых крымских татар, конечно, об этом не знал. Постановлением Государственного комитета обороны от 11 мая 1944 года судьба крымских татар была решена. И понадобилась всего неделя, чтобы эту зловещую, страшную операцию по депортации, выселению целого народа осуществить. Після того, як у травні 2009 року на підставі моїх депутатських звернень і запитів була порушена кримінальна справа про факту геноциду Голодомору в Україні, до мене звернувся мій колега, друг Мустафа Джемільов, допомогти йому в юридичному плані, що в такий самий спосіб була порушена кримінальна справа про визнання депортації кримських татар в травні 1944 року актом геноциду. І ось у вас є можливість побачити перше моє депутатське звернення 18 червня 2009 року на ім'я президента України Віктора Андрійовича Ющенка. І одночасно в цей же день таке ж депутатське звернення було направлено голові Служби безпеки України Валентину Наливайченку про порушення кримінальної справи за фактом геноциду, депортації кримсько-татарського народу та інших народів, які проживали в той час в Криму. Прокуратура Автономной Республики Крым проводит расследование по факту насильственной депортации 1944 года крымско-татарского народа и других этнических групп с полуострова Крым. С момента совершения депортации прошло 74 года. Совершенно логичный вопрос возникает, как расследовать подобные преступления минувших лет. Хочу вам сказать, что данные действия Советского Союза того периода были квалифицированы нами как геноцид. Это международное преступление. Хочу вам заметить, что преступление, которое не имеет и не будет никогда иметь сроков давности. Крымско-татарский ресурсный центр ведет активную работу в оказании помощи прокуратуре Автономной Республики Крым. Первое – составление реестра свидетелей депортации, которые еще живы. Второе – их участие в даче показаний в судах, в том числе из оккупированного Крыма. И третье – в сборе заявлений и памяток тех свидетелей, которые нетранспортабельны и не могут приехать в суд. Розпочнемо
клопотання про проведення догляду потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні, а саме потерпілого Ібрагімова. Будь ласка, пані секретар, доповідайте як учасників судового процесу. До судового засідання прибули прокурор Жаконін та потерпіла Ібрагімов. Фіксування судового засідання здійснюється з допомогою спеціалістів і перевірки та фіксації. Дякую за встановлення відповідні дані учасників процесу, пане прокурор. Каким образом 18 мая 1944 года вам была объявлена депортация? Утром рано, на рассвете, пришли солдаты. Эти солдаты делали перепись населения. 3 дня эти солдаты ходили, у нас спрашивали, сколько человек нас, что у нас есть в доме. Все спрашивали, перепись делали. А с вечера у нас полно машина заехала в село. У нас спрашивали, а чего это много машин? А мы в Севастополь едем на ремонт. Вот так говорили. Мы ничего не знали. И утром вот так вот 4 часа. Вот. Ну дети все вот такие все. Пока все собрали, ничего не взяли с собой, ничего абсолютно. Как есть, так и вышло. Утром нас разбудили и стали, сказали, собирайте вещи. И через 15 минут уже деревня была, оказывается, отцеплена. Люди же не знали, они ночью отцепили всю деревню, хотя они как бы на отдыхе, эти НКВДшные войска, как бы на отдыхе в нашей деревне отдыхали после тяжелых каких-то там боев. Так они такую версию не говорили. В ночь 17 на 18 мая, точнее, примерно в 3 часа, в 4 часа, это зависит от регионов, была во всех регионах проживания крымских татар осуществлена эта операция. Давали очень небольшое количество времени, врывались в дома, стучали в дома, врывались в дома советские солдаты в самое уязвимое для людей время, то есть когда они спали, когда они беспомощны, дети плакали, кричали, не понимали, что происходит. Это запомнилось абсолютно каждому, кто пережил эту страшную ночь или утро. А утром уже автоматчики по спискам, которые были составлены предварительно, они предварительно описали всех татар, которые проживают здесь. Потому что у нас 2 семьи было русских, хотя они чисто по-татарски говорили, и их называли татарскими именами, но они были русские. Вот. Переписали, эти 2 семьи русских не тронули, всех остальных, на 154 семьи, были погружены в вагоны и отвезены на станцию Сирень. Постучали в дверь, заглянули. И трое, по-моему, было, да, военных. И дали вам 20 минут на сборы, 20 килограмм груза, собирайтесь. Мне открыла сестра дверь, смотрю, солдат стоит. И нам сказали, это татары, мы по-русски не знали вообще. Татары говорят, соберите дети, выходите на дороги и в другую страну уезжаем. Пришли, что сказал? Солдаты постучали, мама дверь открыла и говорит, вам 15 минут, собирайтесь быстро, одевайте, мы же все спали, утром рано, еще темно было. Он махнул рукой, я к матери подошел, дети плачут, солдат посмотрел туда-сюда, матери говорит, давай, наверное, быстрее. Помню, бабушка мне дала в руки кувшинчик с водой и говорит, нигде не оставляй, это нам надо будет все время. И вот я помню, все время ходила с этим кувшином, а когда пили, я даже не помню. Вот так показал офицер, 3 звездочки было у этого офицера, он зашел, сказал, 15 минут, это я, видел своими глазами, он показал вот так вот. И в течение 15 минут нас прям вот в строгом режиме вывели на улицу. И кто с котомкой на плече, кто как. Погнали где-то километров, наверное, 2. Такая пустырь была, в этот пустырь. А когда уже высылать, утром рано на рассвете пришли, стучали и сказали, открой двери.
А мама говорит, кто вы? Они говорят, это мы, которые к вам ходили, перепись делали. Потом мама открыла двери, они зашли и сказали, вас, крымских татар, всех выселяем. Как мама говорит, как выселяем? За что? Приказ. Никакой необходимости в выселении крымских татар, военной, да, как принято сегодня говорить, особенно в таких шовинистических русских кругах, в кавычках, историками, уже не было. Так, более того, не было и тогда этой необходимости, потому что большую часть крымских татар на тот момент все-таки составляли женщины, старики и дети. Семьи были очень многодетные. Вот до депортации Пера у нас всех мужиков забрали, одни остались дети. Так дети, по-моему, до 16 лет. Всех выше, это забрали. Кто, я не знаю, воевать или куда, увезли. Мы остались одни дети. Это я все прекрасно помню. Нас выселяли, ближайшие родственники, дети наших дедушек и внуки. Нас получилось 39 человек. Из 39 человек один старик, 9 матерей и 29 детей. Вот кого выселяли из Крыма. Мне было 3 года, 57 дней, когда меня Бериевский сталинский режим посчитал, что я преступник, изменник и тому подобное, и подлежу депортации. Вот у нас первое впечатление такое было. Я же говорю, тетю мужа в 37-м забрали, не вернулся. И когда вот это вот сказали, у нас было впечатление, что у родителей, и у тети, у всех, что нас расстреляют. Нас не куда-то вывезут, а вот повезут туда и расстреляют нас. Поэтому даже что-то такое не брали. Тетя Алиме говорит, слушайте, да что за беззаконие? Мой муж кровь проливает на фронте, капитан, командир роты, а вы, бесчинство творите. Что это такое? Он подошел, выхватил пистолет свой и говорит, открой рот, сука, застрелю. Целью депортации в этом случае было как насильственное перемещение лиц с традиционного региона проживания, с исторической родины, так и фактическая ассимиляция данной группы, ее постепенное физическое, культурное, социальное, языковое уничтожение. Людей лишали имущества, крова и, по сути, обрекали на голодную смерть и вообще на смерть. А в это время мать, кажется, у нас была сердечная, и мы не знали. Но мы дети были, мы не знали, кто чем болел. И она упала. Упала, лампа разбилась. Забрали лампу и выгнали из дома. И ничего не дали взять из дома. Мать-покойница взяла ключ из дома. И потом, говорит, приедем, закрыл, и приедем, говорит, заберем вещи. Мама лепешки сделал, сказал, это лепешки делайте, вам на дорогу, вы едете далеко. Бабушка плачет, мама плачет. Мама больная была, бабушка старенькая, а мы двое дети, мне было 8, сестры было 10. Что было вот так вот, мама собрала там кое-что. Мама растерялась, плакала, на детей своих смотрела, больных. Она не знала, лишь бы детей как-нибудь забрать, а вещи даже я не думала об этом. Я помню, что мешочек сушеные яблоки мать взяла, хлеба. Она сама пекла хлеб. Я помню, 1,5 буханки, что ли, хлеба взяла. И больше кушать у нас ничего не было. Нас 5 всех выбросили в коридор. Из постели вот так вытянули, как щенят. И выбросили. И закрыли. Все, у нас и брать-то нечего было. Мама взяла хора свой. И эта девочка, родной сестры, девочка, она маленькая совсем была.
И они не знали, они думали, что везут всех на расстрел. Ну, как евреев. Брать они ничего не разрешили. Единственное, что мать взяла, одеяло, одну кружку, чтобы перед смертью дать хоть глоток воды. И Коран приложила, кстати. Вот все, что могла взять. А сестра уже расстаралась, не знаю, что, говорит, нас уже стрелять будет. И сразу взяла сестра Коран, который наши Коран читаем, повесила на город. Детей вот мама собрать успела, взяла платок и чайник один взяла. 5-литровый чайник, говорит, детям воды пить на дороге, куда бы ни были. Вот и все, мы больше ничего не могли взять. Да брать-то не давали, они все, давай быстрее, 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 быстрее. В случае депортации крымско-татарского народа, как целостного коренного народа, проживавшего в Крыму крайне длительный исторический период времени, помимо общего преступления депортации также усматриваются признаки геноцида, то есть умысла на уничтожение, полное или частичное этой этнической группы, сокращение в ней деторождения с тем, чтобы эта группа постепенно исчезла как таковая. Ранее принимались решения о признании депортации преступными репрессивными актами против крымско-татарского народа. Это Декларация Верховного Совета СССР 1989 года, указ президента Республики Крым Юрия Мешкова в 1994 году. Самым важным было принятие постановления Верховной Рады Украины о признании депортации 1944 года актом геноцида, которое было принято в 2015 году. Однако все эти решения являются политическими. Да, они важны, но они напрямую зависят от политической ситуации. Депортация 18 мая 1944 года является актом геноцида по отношению к крымско-татарскому народу. Ни у кого сомнений практически нет у людей, которые осознают, что это было. Верховная Рада Украины в ноябре 2016 года своим постановлением признала депортацию 18 мая 1944 года и все его последствия актом геноцида. Служба безпеки України, грубо порушуючи чинне законодавство, діючи на сьогоднішній день, не зареєструвала цю заяву про злочин, не почала кримінальне провадження, а робила самі різноманітні відписки. Звертаю увагу, цікава річ. Це було 13 травня 2015 року. Заява була прийнята вранці 14 травня, підготовлена вранці. Під вечір 14 травня 2015 року в силу своєї колишньої професії я узнав, що керівництво Служби безпеки України з Москви отримало вказівку по агентурній лінії ФСБ не порушувати кримінальне провадження за фактом геноциду, насильницької депортації кримських татар. Тоді, 15 травня, до обіду, я пишу звернення особисто президенту України Петру Олексійовичу Порошенку щодо юридичного визнання депортації кримсько-татарського народу та національних груп з Криму в 1944 році актом геноциду. І вказую на те, що як от було 14-ту Службу безпеки передана заява, яку я отримав інформацію, і щоб негайно була дана вказівка почати кримінальне провадження. І розписую доказову базу вчинения акту геноцида против крымского татарского народа. Расследование этого дела – это цепочка правовых актов, правовых действий, которые происходят в государстве в соответствии с нормами международного права. И признание факта геноцида крымско-татарского народа постановлением Верховной Рады, которое было принято в 2015 году, и, соответственно,
определение этого факта в законе Украины от 2014 года, но этого недостаточно для того, чтобы этот факт, как факт геноцида, нашел свое отражение и осуждение в обществе. Звертаючись до президента, я просив, щоб у діюче законодавство були внесені зміни, щоб ще й на законному рівні законом депортація кримських татар і національних груп по аналогії із Голодомором в Україні була визнана геноцидом. В силу різних причин, мабуть, і політичних, в законі це рішення не прийнято Верховною Радою. Президент України не вніс цей законопроект, який я йому рекомендував, там додати лише одне слово, що насильницька депортація кримських татар і національних груп у 1944 року з Автономної Республіки Крим є злочином – актом геноциду. Але хочу подякувати колезі Миколі Княжинському, який був автором проєкту постанови, що Верховна Рада не законом, а постановою Верховною Радою визнала депортацію актом геноциду. Це теж політично-правове рішення, але все-таки рішення. Целый день нас продержали на поле, и уже начинало темнеть, пошел дождь, открытая машина грузовая, нас погрузили и на станцию Сирен. Когда мы сели, все визжат, там собаки воют. Это кошки мяу, мяу, мяу. Все, кошки за хозяйкой бежут, за девчонкой бегут. Это же даже был случай, что собаку застрелил офицер. Там все, и одна половина сюда, одна половина, где конюшня была, на эту сторону, там собрали. Пока машины нету, и мы ждали, когда машины все погрузили и Симферополь. Мы были на кладбище, там ночь просидели, утром машины приехали. Много людей было, кроме вас там? Много было в поселке. Весь поселок собрали на кладбище. Из обстоятельств усиления я помню только, как где-то ночью темно было, грузили на машины. Вот такие есть, старинные машины. И вывезли на станцию. Потом подошла женщина, старушка. Ей было Альмавте, по-моему, 92 года. Вот у меня в памяти вот это самое. Она Куран взяла вот такой. У нас книга Куран. Вот такой. Офицер взял, выбросил. Но она со слезами начала вот эти листы собирать. Солдат подошел, пнул эту старушку. Она опять, значит, за Куран, они берут, кидают. Она опять эти листья собирает, все такое. Подняли старушку, машину посадили. И половина Курана остался же, земля. Опять, когда вот офицер отвернулся, она, правым задом вот такой спасла, открыла все беду. И опять этот лист начал собирать, опять ее начали бить. Хотя у нас возникают, правда, сложности такого характера, как отдаленность мест, где были расселены крымские татары. Это уничтожены на данный момент документы. Это то, что многие доказательства находятся в других государствах, таких как Узбекистан, Казахстан, Российская Федерация. Мы направили международное поручение в эти страны, чтобы нам предоставили архивные документы. Сложностью данного уголовного производства является то, что, первое, уже прошло более 73 лет с момента совершения тяжкого преступления. Второе, основная доказательная база находится на территории других государств. Третье, необходимо установить большое количество потерпевших и свидетелей, самым младшим из которых уже более 78-80 лет. И четвертое, конечно же, оккупация Крыма.
где остались архивные документы и живет большая часть пострадавших и свидетелей. Отдельным международным нарушением Конвенции о геноциде является уклонение от надлежащего расследования данных фактов, а также попытки оправдания геноцида, чем в данный момент занимается оккупационная власть Российской Федерации. В частности, оккупационные власти Российской Федерации скрыли либо уничтожили все документы, связанные с расследованием геноцида крымско-татарского народа, собранные украинскими властями с участием органов самоорганизации крымско-татарского народа до 2014 года. Есть официальные документы оккупационной власти, так называемые официальные, свидетельствующие о том, что они отказываются предоставлять данные документы и сообщать их местонахождение. Это тоже отдельное международное правонарушение. Пришли последний вагон, не сели, прям в двери. Я знаю. Станция была... Это Баксарай, Баксарайская станция там. И вот так сидели, и дверь закрыли, и мы... Вагоны со всех сторон с автоматами стояли, чтобы люди не разбегались. Толкали нас, как скотину, в эти товарные вагоны. Винтовком толкали женщинам, мужчинам, затолкали, закрыли дверь. Много людей было в вагоне. Да, полный вагон, там сидеть даже негде было. И я все время как вези, меня на улицу не выпускали вообще, потом я не мог что-нибудь другое увидеть, кроме этих вагонов дырявых. Вот это вагон забитый в шею был, наверное. Военный вагон был, наверное. И туда нам посадили. Мы отвезли, в Узбекистан ехали. Смотрим, в шею вот так полный, вот жоп вот так, одежда все в шею вот так. В вагонах теснота, не на чем сидеть, ни одежды, ничего, ни постели, ничего нет. Как эти селедки, в общем, были загружены в вагоны. Сидеть не на что. Стояли, поздно уже, спать негде. Полный вагон людей. Вот за это я всем говорила, почему меня выслали? Чем моя вина? Я немца не видел, румын не видел. Партизанам помогать. И взяли мой поселок, немца Павел, и меня выслали. За что меня выслали? Я голові Служби безпеки написав. Прочитайте самостійно. Я сказав, що якщо найближчі години чи дні не буде виконана вимога закону, стаття 214 Кримінально-процесуального кодексу і моя заява про злочин, який має ознаки геноциду, насильницької депортації кримських татар, і не почнеться досудове слідство, в Європі, у світі мене знають як члена парламентської асамблеї, знають як члена багатьох комісій, як людину, яка у складі парламентської асамблеї Ради Європи брала участь в роботі в Організації Об'єднаних Націй. І я оці всі матеріали доведу до відома світової громадськості. Я виступлю в парламентській асамблеї Ради Європи, в Європарламенті, в ОБСЄ, поїду в ООН, в кримську діаспору кримсько-татарського народу і розкажу, як Служба безпеки України, не дивлячись і на вказівку президента України Порошенка, порушує чинне законодавство, Конституцію і займається не розслідуванням кримінальних справ, а політикою. І от, за підписом заступника начальника Головного слідчого управління 15 грудня 2015 року я отримав відповідь, що на підставі моєї заяви порушено кримінальне провадження, вказаний його номер за ознаками злочину, геноциду щодо кримсько-татарського народу та представників інших національних груп. Нами установлено 150 семей, которые были жертвами данной депортации. Это 1000 человек. Из них 150 человек были допрошены в качестве свидетелей, потерпевших. 89 человек, из которых на данный момент находятся на временно оккупированной территории. Около 200 запросов было направлено нами
в научные библиотеки, в учебные заведения, в архивы. Назначены экспертизы. То, что делает прокуратура, это чрезвычайно важно, поскольку процедура требует того, чтобы были зафиксированы наиболее такие, знаете, вопиющие, подтверждающие массовость преступлений, совершенных в 1944 году против крымстатар, их тяжесть и, главное, то, что они были направлены против целостного народа. Это было преднамеренные действия, которые были направлены на уничтожение крымско-татарского народа. Собственно, почему это и есть геноцид. Неважно, что оно происходит сейчас и спустя много лет. Детали остались, следы остались. Зло, оно кроется в деталях. Поэтому эти детали, которые сейчас являются доказательствами по делу, они вскрывают глубину этого зла. Это чудовищно. Это должно найти свое отражение в документах, это должно быть зафиксировано, и это хорошо, что это будет храниться в материалах уголовного дела в одном месте, когда каждый сможет получить к нему доступ и понять для себя лично, что происходило. Поскольку депортация является длящимся преступлением, которое продолжалось практически все существование советского государства, можно говорить спокойно о том, что эта длительность также уже в период, когда действовала конвенция о предотвращении, о борьбе с геноцидом, безусловно, охватывается уже и этими конвенционными нормами. А там же в вагонах вот эти решетчатые окна. Мам, хочу посмотреть, где мы едем, подними меня. Мама однажды подняла меня. Я говорю, мам, какие цветы, смотри, сиреневые. Мама посмотрела и говорит, это сирень цветет. Оттуда потом мы поняли, что мы проезжали Украину. Вот, ничего не было, и каждый там, в общем, там битком набито, дышать нельзя было. Вот, каждый вот такой-то уголок, где приютился, вот в этом уголке он даже лишний раз двигаться не мог. На второй день мы были все буквально вшивые. Вши по нам бегали. И отец сказал, давайте, не будем стесняться, вытаскивайте, снимайте с себя одежду и начинайте давить этих вши. Ой, не могу говорить. Болели, умирали. Я в вагоне видел, у нас в вагоне умерли. Волгой выбросили. То есть не хоронили? Нет, откуда хоронить? Как хоронить? 20 дней ехать. И не случайно масса свидетельств о том, практически каждый, кто это пережил, говорит о том, что при эшелонировании погибло достаточно много людей, хотя официальная цифра по телеграмме одного из функционеров НКВД всего 191 человек. Официальная цифра, конечно, эта цифра, ее нужно ставить под сомнение. Умирал кто-то в вашем вагоне? Да, умирали, были такие, которые обещают, на станции снимают, обещают похоронить, а это точно куда-то потом выкидывают все это. Никакой медицинской помощи не было, никто нами не интересовался. Загнали нас в вагоны и повезли. А эти вагоны вонючие, видимо, до этого скотина была на этих вагонах, на этих соломах мы лежали, ехали. Сама лично не видела, но сказали, мать лежит больная, то есть мать уже мертвая, а ребенок ее все еще сосет. Мертвая мать. И такое было. Ну, умирающих в нашем вагоне не было. А в других вагонах были умирали? Были. А что с ними делали? Оставляли. Оставляли в пути, да? Да, оставляли. Помните, куда вы прибыли? Дети кричат, мне мама остается, дедушка остается, а поезд едет. Бесчеловечно, конечно, это все было. Причем, я так понимаю, незаслуженно, поскольку это были дети, старики и женщины, которые никаких преступлений совершать не могли. То есть сделать кого-то виноватым в чем-то, почему? Потому что там какие-то причины ни в коем случае нельзя было. Обратно же привезли, выкинули, как котят, да, скажем так, и выживаете. Людей, которые не дали ни дома, ни каких-то там помощи какой-то денежной.
как они выживали там, сколько человек умерло, да, вот. Ну, ужасно, конечно, это все. Многие плакали, я сама чуть пару раз даже, знаете, вот слушала некоторые истории, но сижу сама прямо, вот слезы наворачиваются на глаза, ну, потому что мы, слава Богу, что мы это все как бы не видели никогда, и дай Бог, никогда наше поколение этого не увидит, да, как это все происходило. Солдаты, когда стояло, подходили солдаты, мертвых есть, вот мертвых они забирали, и люди спускались, хотели похоронить, они их не допускали. И говорит, мы сами похороним. И вот поезд трогался, а мертвые оставались на дороге. Как они рассказывают, на каждой остановке выкидывали покойников, никто их не хоронил. Мама говорит, что поезд остановился, дедушке было плохо, всем нужно было бегать в туалет. И в это время брат пошел к дедушку, чтобы слышал, как гудят, как поезда, что трогаться будут. И дедушку хотел взять с собой, вот, ну, ему было 14 лет тогда брату, а солдат берет его, бросает в вагон, а дедушка так остается там, и поезд трогается. Вот это вот мама постоянно говорит, это самое. Когда вот мы ехали уже в Крым, мама говорит, вот здесь в степи где-то дедушка наш не похоронен, Не дали похоронить. Вот я считаю, что дороги до Средней Азии и до Урала, наверное, забиты покойниками железной дороги. Экспертиза демографическая показала, что около 200 тысяч крымских татар было насильственным образом депортировано из полуострова Крым, не приспособленные для жизни районы Средней Азии. Это привело к частичному уничтожению целого народа. Признание депортации крымско-татарского народа актом геноцида или преступлением против человечности правовым путем, то есть решением суда, это не просто процесс, это долг перед людьми, которые пострадали от данного страшного преступления и всю жизнь боролись за восстановление справедливости, а этих людей с каждым днем становится все меньше и меньше. Это одна из основных задач крымско-татарского национального движения, которая должна быть выполнена. Это долг перед последующими поколениями, ведь решения суда являются правовым доказательством тех преступлений, из-за которых погибло около половины всего крымско-татарского народа. Что такое геноцид в первую очередь? Это в первую очередь это чудовищная ложь, которая ему предшествовала и которая за ним последовала. Снятие этой лжи. С этой ложью жить нельзя. Общество не может с ней развиваться. Признание этих действий преступлением – это один из способов развенчания этой лжи. Лжи не должно быть в истории. Поэтому установление этих деталей, этих фактов путем свидетельских показаний – это правильно и должно быть доведено до логического завершения. Это первый шаг к тому, чтобы люди понимали, что за совершенные преступления безнаказанными никто не останется. И рано или поздно придется нести ответственность. Данное расследование позволит назвать имена тех преступников, которые совершали эти преступления, и, возможно, посадить некоторых из них на скамью подсудимых. Расследование депортации крымско-татарского народа может стать локомотивом расследований депортаций и других преступлений, совершенных коммунистическим режимом на территории Восточной Европы. Вагоны, когда останавливались, вот как моя напарница сказала, люди выбегали, 2 кирпича ставили быстро огонь, расставляли, хотели что-то приготовить, и не получалось. В туалет ходить некуда было. Потом, я говорю, татары наши мудрые, вот между этих вагонов там закрыли тряпкой и сделали как туалет. Иначе по-другому не могли. Ехали сутками, останавливались очень редко. И если останавливались, выпрыгивали, все бежали, что-то хотели скипятить, сварить или что-то сделать. Так если он опаздывал, или вагон уходил, уже он оставался, или они могли даже и расстрелять. Вот так к нам относились. Я помню, что был один выстрел, молодой человек бежал и не мог добежать. Даже бежали, у кого продукты есть, собирали дрова
на этих печи готовили люди. Некоторые успевали, некоторые не успевали. Тут этот поезд трогается, хватали и бежали за этим поездом, садились. Останавливался поезд, бежали люди и мать, что-то спечь. Ведь если успела спекти, успела. Если не успела, придет солдат или кто сопровождает нас, или милиция был, не знаю. Пинком как даст по этому железку, и железка, и хлеб летит. Ну, тоже, по словам родителей, я помню, это, где вагон остановить, если на станции или за станцией где-нибудь, если кто успеет что-то приготовить на кирпичах или на камнях, или кипяток сделать, даже воды, и то не могли полностью обеспечить водой, не было. Дядя хотел остаться из вагона, вода нету пить. И котелок взял за водой через 2-3 линии, и поезд приехал. И брат бежит, дядя бежит, еле-еле последний вагон засипился, и к нам пришел без воды. И то без воды остались. Вот мы сейчас осознаем, что с нами сделали. А тогда мы просто сидели и смотрели, и когда уже начали голодать, тогда мы поняли, что что-то страшное. Я помню, давали кашу, но пока все сидят по вагонам и все отбирали, в общем, закрывали двери на крючок, а окна закрыты, вот в вагонах днем, в темноте, вот так вот ехали. Всего на ноябрь 1944 года, то есть через несколько месяцев, в местах спецпоселений крымских татар было порядка 194 тысяч человек. То есть помимо Узбекистана местами изгнания стали российские области, в частности Марийская АССР, Казахстан, некоторые области Российской Федерации. Но здесь очень важно отметить, что, конечно же, возвращались военнослужащие из армии, возвращаться в Крым им нельзя было. Об этом также мы находим много официальных инструкций, что военнослужащим, крымским татарам запрещено возвращаться в Крым. И много об этом, соответственно, и устных свидетельств. Свидетельские показания очевидцев 1944 года – это люди, которым за 80 лет. И не вопрос не в интересности случая, эти эмоции – это настолько была для людей ужасная стрессовая ситуация, что в возрасте 5-6 лет для них эти события отпечатались в такой четкой фотографической памяти. Ну, усомниться в их показаниях ни один человек просто не позволит себе. Люди в возрасте свыше 80 лет помнят эти события, некоторые до мельчайших подробностей. Мы приехали в Узбекистан, я так хорошо помню, вот этот костер разожгли, и все, у меня зубы, я так извиняюсь, все вот эти, у кого одеяло, у кого что было, так трясут, а там эти вши падают, они трещат. Это было зрелище ужасное, это никогда не забудется. И привезли нас где-то на участок отделения номер 2 назывался в то время. И там были такие разваленные дома, никаких условий там, ни воды, ни дров, ни печек, ничего не было. И так расселяли в каждую, например, небольшую комнату по 17, 20, 25 человек, по 3-4 семьи загоняли. И так мы долгое время прожили. И сейчас меня дрожь берет, когда я вспоминаю, во что нас поместили 11 человек. Это была кибитка узбекская, развалившаяся, ни окон, ни дверей, просто проемы были. И там, видимо, собаки жили. Вот говорят, устраивайтесь, вот здесь и находитесь. У нас вот это где-то эти из шкафов освободили их сараи, а там вонь, женщины выгребли, набросали траву, все, и сверху, что было, одеяло накрыли, и вот мы лежали на них. Нету ни окон, ни дверей. Нас привезли в одном бараке, мы жили 8 семьи. Была одна печка посреди барака. Там 1 или 2 склад, потом вот такие бараки,
И вот так их загородили, да, вот до половины кирпичом, потом камышом. Шкатурили, вот маленькие комнатки. Дверь и окошко. Больше ничего нету, не там жили. Нас отвезли в этот бараний, как сказать, сарай. И вот все туда закинули. Вот вам угол, вам вот угол, помню, все вот свой угол, у кого какие тряпки были, отгородились, но все-таки живые люди же. И жили там, одну комнату я помню, двери там не было, вот так одеяло было прикрыто, вместо двери одеяло, и все вот это, а мы все на полу спали. Никто не плакал, все в шоковом состоянии были, потому что просто это не условия были, а ад самый настоящий. Солому настелили на пол, у нас ни одеяла, ни подушки, ничего совершенно. И вот в одной части этого барака жили тоже семьи. Я помню, что мужчина, где его жена, где его дети, что он один там, или они все до этого умерли, или что. Его обнаружили, что он умер, и вынесли одеяло. Вот это одеяло чешело, шевелилось от вшей, вот эти большие белые вши. Вот это детское мое, вот как это, вот одеяло, ее вытащили, часть стали. Вот так жили люди. Так вот, во время депортации и расселения крымских татар, не приспособленных, как я уже говорил, в районах Средней Азии, от болезней, чумы, эпидемии, погибло почти 110 тысяч человек. При самой депортации погибло около 8 тысяч человек. Это подтверждает тот факт, что тотальная депортация крымских татар 1944 года и последующее содержание в немыслимых условиях целого народа привело к широкомасштабным преступлениям властями того периода. Я надеюсь, что эти материалы дела станут не только интересными для правовой, скажем так, людей, которые интересуются правом. Я думаю, что они будут представлять собой историческую ценность. И осуждение этого факта, расследование его, будет отвечать, в том числе и выполнять международную резолюцию Парламентской ассамблеи Рады Европы 2006 года 1481, которая требует осудить последствия тоталитарных режимов бывших коммунистических. Это правильно, так должно быть. Первое время они нас очень боялись. Им говорили, что вот трехглазые звери какие-то едут, будут издеваться, бойтесь их. И вот кругом стояли и смотрели на нас, как на диких зверей. А потом посмотрели, что мы обыкновенные люди. Ну, они мусульмане, и мы одинаковые молитвы у нас, одинаковые. Это потом стали помогать, кто чем мог. Ну, помогали как, у одних в чердаке мы жили, а там между каждой балкой вода течет. А нас шкуркой укроют, вот так мы втроем сидим, на голове шкурка вместо зонтика, и кругом капает. Вот так помогали, что ли. Местное население дико смотрели. Так по их разговору говорили, что у вас рога есть одни, рога, как у носорога. Отношения, ну нет ничего, да, нет ничего. Кому ты нужен? Нет. Этим людям разъяснили с первых дней, что к вам едут с рогами, люди с рогами, и одноглазые люди едут. И люди прятались. А потом они говорят: вай, а нам сказали здесь, что вы одноглазые, двурогие, а вы, кажется, такие же люди, как и мы. Люди удивлялись. Вы знаете, вы, говорит, еще боговерующие, вы Богу молитесь. Это, говорит, чистоплотный. А нам, говорит, говорили: будьте осторожны,
Привезут людей, люди едут, рогатые, одноглазые, людей кушают, детей, говорит, прячут детей, людей кушают. Лично вот эта женщина, она мне говорит, а вы, говорит, такие люди, говорит, как обыкновенные, вы, говорит, такие чистоплотные, все. Вот честное слово, это вот все это правда. Ну, первое время, конечно, они никто принимать и видеть нас не хотели, боялись, их пугали, потому что людоеды едут, одноглазые. Потом они рассказывали, потом видели, что народ спокойный. А наши соседки ходили, посмотрели, что кто-то Коран читает, кто-то, они увидели, оказывается, мусульмане, и начали относиться средние так. Люди умирают, люди болеют, и те же вот мои бабушки, вот, которых допрашивали, да, они маленькие были, как их мамы, умирали их дети, они ничего не могли сделать. Я тоже мать, понимаете, в чем дело? И когда на твоих глазах умирает ребенок, и ты не можешь ничего сделать, ну это ужасно, просто. Когда нет лекарств, когда нет... Ну, элементарно, как рассказывали, картошку делили, по-моему, там, то ли картошку в день они выдавали, вот, да, мама уходила там, ну, это кого отправили, не помню. Ну, я точно не помню уже, куда кого отправляли, там, где на лесоповалы. Отправляли куда-то в Россию или куда-то, не помню. Вот одну картошку, говорит, мама уходила на работу, и нам одну картошку оставляла один. Ну, представьте себе, что такое для матери, когда тебе нечем накормить своих голодных детей. Или когда они умирают, и нету лекарств, которыми их можно вылечить. Это, ну, это просто, ну, это только мать поймет, поймите, ну, вот, поверьте мне. Вот два брата лежали тифом, потом постепенно стали поступать. Потом я заболела тифом, старший меня брат заболел. А мама заболела дизентерией, и она скончалась. И мне вот остались 6 детей. Меня похоронили. Потом стали в детдом уходить. С первого ушли 2 брата, и сестру забрал дядя. Они в другом селе жили, там была рядом больница. Он устроил их там в больницу. А 2 брата отправили в детский дом. Потом и я, соседка тоже, Анифе была дочка, их 5. В один день 2 умерли, мать с братом. Через несколько дней отец с сыном тоже умерли. Никого не осталось. Вот с этой Анифе мы пошли в детский дом. И вот я 7 лет воспитывалась в детском доме. Вот на это время такое трудно было. Мне сестра была 21 года рождения, он там 2 месяца жил, умерла. Сестра. Малярия, дизентерия. Вот отец тоже малярия была, и я тоже малярия была. Такой трудность. Вот такой ахрикин пьешь, никак не помогает. Они же температура катится, и уже по земле катится они. Я плачу, кричу, мама, мамочка, не умирай, я с кем останусь? И все-таки даешь эту хинину, она пьет эту хинину. И это вот это, ее подруга не выдержала, у нее болезнь сердца была пароксизмальная тахикардия, умерла. Мама, слава Богу, выжила. Все мы ужасно перенесли эту малярию, поэтому вот в неделю раз сестры приходили, горстями атрихину нам давали, чтобы пили. В малярии очень много людей погибло, потому что помощи особой нет. Вот эту хинину давали, ее принимали, пили. А с утра 6 часов гоняли на хлопковое поле работать. Не идешь, значит, получаешь от хасилата. Или плетки, или же еще чего-то тебя лишают. Я чуть было, тоже не скончалась от дизентерии. Я поела тудовник, выпила воду, уже, казалось бы, другое время. То есть подтверждение того, что люди здесь очень много умирало от этих вот болезней. Каждый болел, там больницы умирали, как собака. Умерла. Родная бабушка умерла с голода. Племянничек, как скелет ходил, просил кусок хлеба, как скелет. От голода умирали? От голода умирали, от цитам, что ли? Ну, мама в больнице лежала, оттуда уже принесли, умерла там. Отец умер, я уже в детском доме была, не знаю, родители где похоронены, не знаю. Только услышал, что умер отец, и говорит, ночью вот рядом умер 2, говорит, за один день умерли мать с отцом. И отец встал, говорит, по стол посмотрел, это со слов снохи, невестки нашей. Отец, говорит, сходил, но он, говорит, с запорами мучился, потому что ничего не кушал.
и не ходил. Видимо, у него было это. И он сходил, вот, поплакал, сказал, вот 2 умерли. Сам пришел, лег и скончался к утру. И мы не знаем, я не похоронена жить. Вот я вам скажу, вы мне поверьте, вот сейчас в урожайном живет, как я его хорошо помню, Аззага называется, отца 2 сына унес. Вот этот человек, детей, вот моего брошу, мешок положил, мешок, идет на кладбище. Кто поверит? Это все на моих глазах. А я сзади шел, плакал, ну что тогда мне только было 10 лет. В ноябре 1944 года, то есть буквально через несколько месяцев, мы уже видим цифру умерших в первые месяцы. То есть прошло июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Полгода. За это время умерло, по официальным данным, в Узбекистане около 11 тысяч человек. Это очень много для маленького народа. Это порядка 7% населения. Это больше, чем в любую войну. И голод был, и умирали от того, что климат не наш, не крымский. Многие пропадали, волки их загрызали. Вот поедут, особенно летом, может быть, где-нибудь что-нибудь найдем покушать, и вот потом находят по обуви, по одежде, узнавали, что человека загрызли волки. Вода в арыках мутная, грязная. Вот мы ее брали в Мирзачуле, когда были, там вообще вот камыши, как болото, да? В этих болотах скотина пасется. И в этих следах вода набирается, мы вот это набирали, у кого баночки, у кого какая поломанная пиалка или картошка. Эту воду собирали. Жгли вот этот камыш, а он руки режет, у меня все руки аж белые косточки видно было. Бабушка у меня в 49 году, 21 января, умерла в Марийской АССР. Остался там хоронить некому. Могилу копать некому, там земля вот так мерзнет. Женщины, дети, подростки. Похоронили бабушку. И люди умирали, им не давали ничего, чтобы хоронить. Ни ткани, ни как положено, допустим, да, ничего хоронить не давали. Вот пойдут, сами уже люди обессиленные, выкопают какую-то яму, в эту яму похоронят, вот так слегка прикроют, а ночью то ли там собаки, то ли волки раскрывали эти кладбища, и вот это вот на следующий день видели своих покойников валяющихся. Я в своем документе писала, пески Кызылкума и Каракума удобрены костьми крымско-татарского народа. По скромным подсчетам, по самым скромным подсчетам, по данным властей, порядка 25% в первые годы крымских татар погибло вот от болезней, от невыносимых условий жизни в новых местах. Они были лишены крова, погибли от голода, от болезней. Власть создала такие условия. То есть они бы сами, эти люди, конечно же, жили бы на родине, но власть, в общем-то, это преступление власти. Для нас это очевидно, для историков. Чем вы питались? То есть или дали сразу работу, заработать? Нет, работу не дали, даже если давали бы, я не мог работать. Нет, ну не вы. У меня мать была швея, она шила. А местные население... Извините. Население, они 6 раз они умели. Не знали, что такое рубашка или там штаны. Мать швея была, раздобыла где-то швейную машинку старую, как помню.
Она шила, ходила по домам, шила и меня таскала с собой. Вот мы такие писали. Ну, хватало вам на жизнь тех денег, что мать... Кое-как хватало, да. Ой, мама приходила, даже и мне аж плохо. Она ночью сидела и стирала, штопала и плакала, сидела. Это луна, когда бьет окошко, она сидела, штопала и сидела, плакала. Вот такие жизни мы жили. Ну, давали продукту, давали. Но кто продукту кушал, тот умирал. Вот я помню, пшено дали. Кто это пшено съел, ну, кашу там варили, очень много. У меня... Иногда вот такой джугари лепешечку кушаем, вот это на целый день. Вот так сидели. Дверь закрыта, там две окна, один стекло есть, два нет. Вот такое стекло, и дверь закрыли, мы сидели там в темноте. Там 1, 2, 3 семья жили в этой комнатке. И которые, я думаю, вот это красный кирпич, которые были эти расколоты, ну, на печке, да, знаете, да, печка. Вот. Я думаю, это крошки хлеба, я эти крошки кирпича ем. Если кто-то постучится, мать постирала, я не мог сидеть, я голый, я бежал и прятался за печку. Абсолютно нечего было одеть. Представляете? Урал. Ночью волки вот так вот подходили и были. Страшно было выходить. Мы собирали ягоды, продавали, ходили. Какой-то, чтоб кушать, чтоб не умирать. Были и умирали. Мужиков нету, хоронить некому. Похоронили, через 3 дня приходим, смотрим, нету их, сокалы. Вытаскивали и жрали. Копать мало, покопать, закопаем, так силы нет. Если мы прочтем Конвенцию о геноциде, мы видим, что там есть статьи о том, что не только некое прямое убийство, не только даже убийство одного человека или то, что его обрекли на гибель по национальному признаку, является геноцидом. Применительно к крымским татарам очевидно, что это был акт геноцида. Так процессуальным руководителям данные действия были квалифицированы по части 1 статьи 442 Уголовного кодекса как геноцид. И им же было подготовлено проект уведомления подозрения руководителям того периода. Расследование данного дела направлено не на то, чтобы его подтвердить, а на то, чтобы осудить в обществе, в первую очередь в нашей стране, этот факт. Он требует осуждения для того, чтобы на его основе воспитывалось дальше поколение. Если к нам в дом приедет гость из другой деревни или вообще родственник где-то нашел, без разрешения комендатуры от того места, откуда приехал, то наказывалась глава семейства. Штрафы были, там наказания, вплоть до тюремного заключения. Поэтому принимать каких-то родственников это было строго запрещено и без разрешения комендатуры. Вот самовольная отлучка куда-нибудь 25 лет. Подписываю за это дело, я сам подписываю за этот протокол, или как его называли. Вот он каждый месяц ходишь, подписываешься, что я никуда не убегу и ничего не сделаю такого плохого. И вот подписываешься, в следующем месяце, ну так это до 53-го года, пока я это милый человек, извините за выражение, сдох. Они просто очень строго смотрели на нас, как я помню. Я всегда, подходя, ежемесячно же расписывалась, подходя, я всегда дрожала. Они так это сурово смотрели всегда. Бригадиры издевались над девушками. 15-16 лет заставляли работать. Ну, я даже сам лично камнем кидал на бригадира. Ну, по дереву затащил девчонку. Ну, я вот сюда в хребет попал. Он отвернулся, девчонка убежала. Ну, а потом я 3 дня прятался.
А если не хочет кто-то идти на работу? Не хочет, заставляли кнутом. Кто заставлял? Там были узбеки на лошадях, ездят, даже кушать нечего, идем это собираем, пшеницу, чтобы что-то готовить. Кнутом гоняли всех, нахально. Двигаться дальше 5 километров от того места, где мы жили, мы не имели права. У нас жизнь такой был, мы очень тяжелой жизнью жили. Один галош на 2 сестры меня. Она придет, если погода хорошая, я иду в школу. Когда плохой, мы не можем ходить. Вот так я 4 класса кончила, потом не учился и работал. Нам и в школе даже разговаривать не разрешали на татарском языке, не то что там. Даже радио, если играло радио, то 10 минут в день радио. А так, чтобы если концерт сделать или это куда-нибудь сходить, такого ничего не было. А радио всего 10 минут играло. Я об этом писала, о культурном геноциде тоже писала. Не только физический геноцид, но и культурный геноцид. А в тот день, в 1956 году, когда был указ о снятии спецпоселения с крымских татар, всех крымстар собрали в клубе. На сцене были установлены столы, и каждого вызывали по фамилии, чтобы выдать паспорт. Паспорта уже были заготовлены, но их сразу не стали давать. Когда вышли люди первые, им подали типографскую, бланк типографский, уже заготовленный, расписка о том, что я такой-то, такой-то отказываюсь от движимого и недвижимого имущества, оставленного мною в Крыму. И люди вынуждены были, некоторые сначала не подписывали, но потом со временем, месяц-два, все равно не подписали. Потому что паспорт нужен был для передвижения в той местности. Я в Узбекистан в институт направил документы, в институт, чтобы поступить. Авиационный институт поступать хотел. И когда я уже... Убивает я сдал экзамены, помню, знаю, что все хорошо сдал. А когда пришел, искал фамилию, что это, я, выходит, не прошел. А почему не прошел? Провалился. Они спрашивают, вот если ты в узбекскую школу, отделение пойдешь, ты можешь пройти. А если в русскую идешь, нам нужны свои кадры. Короче говоря, сказали мне так, нам нужны свои кадры, по-узбекски сказали вот эти слова. Потом я в 1965 году вышла замуж, у меня родилось 3 детей, и кормя этих детей грудью, я говорила, вы должны были, пела им песню «Ай-ни-ни», и говорила, вы должны были родиться не здесь, вы должны были родиться только в Крыму. Но это сбудется когда-нибудь. Когда я вернулся в Крым обратно, мне уже было 32 года. Мне было 32 года, я была мать 4 детей. И опять меня пришли высылать. Поломали двери, зашли. Мы с мамой горько плакали, горько опять нас высылают. Во-первых, под состав соучастия в данном преступлении подпадают и акты вторичных депортаций, то есть противодействие советской властью и ее правопреемниками, например, нынешней российской властью, в процессах возвращения из мест депортации на историческую родину. Фактическое противодействие такому возвращению является соучастием в депортации. Крымско-татарский ресурсный центр ввел в процесс адвоката. Кроме того, мы начали активный поиск людей, которые подвергались вторичной депортации в 70-х и 80-х годах прошлого столетия. И уже на сегодняшний день подано более 50 заявлений в прокуратуру Автономной Республики Крым. Генерал здоровый заходит. Вот эта моя 6-летняя дочка выскакивает с кровати.
обнял этого генерала ноги и просит: не бейте папу, не высылайте нас. Эти два судоисполнителя слезами ушли, а это генерал взял, уже мы в совхоз ходили работать, взял, черешня закатала, взял эту бутыль и говорит: это детям на дорогу. В 1977-м я с семьей переехал в Крым. В 1977 году. И как, прописали вас? Никак не прописали. Ночью приехали, ночью нам уже сказали: ночью приезжайте, днем приедете, соседи вас тут же сообщат и вас приедут выселить. Мы ночью искали, ходили по квартирам, кто продает, кто не нашли. Нашли домик, полдомика, вот так весь половину домик нашли. Купили ночью. 6 лет мне не прописали. Сказали: откуда приехал, туда езжай. Уже и били, я уже не хочу так сказать, что только не делали. Уезжай, не пропишем все равно. Уезжай, не пропишем. Все равно уезжай, и все. Вот сегодня будем вас высылать, так говорят. Мы уходим, домой не приходим. Домой где-то ночуем, где-то, тепло было как раз, летом было, я приехал. Вот так ходим, утром приходим. Они приходят, печатают дверь, чтобы мы не зашли туда. Мы все равно заходим. Вот такое условие жили. Приходим мы, договариваемся, целую все задаток оставляем. На утро, значит, принесем деньги. Приходим на утро, а там уже вечером пришли. Вы что, татарам продаете дом? Да, продаю, верните задаток, давайте сюда документы. Татарам нет продают. Иначе мы вас выселили. Вот такие страшилища делали. Участковый и голова сельского совета. После 60-какого года начали приезжать сюда, и их все выгоняли еще. Мой сосед еще двоих оттуда собрали, помогли им, чтобы они приехали в Крым. Приехали, через неделю их оттуда вытурили, его самого взяли в самолет, личными деньгами, которые при тебе был, купили билет и отправили в Ташкент. Меня поймали, Петренко был начальник оперчасти КГБ Крыма. Поймали по дороге, когда ехала, в машине сняли, руки закрутили, в самолет посадили, отправили. Я тогда его укусила. Сказала: вы в 1944 году меня из детской кровати выбросили без сопротивления. А в 1976 году я буду сопротивляться, я вам горло перегрызу. И он успел отвернуться, я укусила его. В Крыму зародилось такой обычай проводить день односельчан. То есть все уроженцы данного села в этот день собираются, и мы там, значит, отмечаем, молимся, и заодно и гуляем, так сказать, отдыхаем. Да? Я в 1992 году я проводил такое по личной инициативе, и я там раздал всем анкеты. И в анкете был 25 вопросов было, но один вопрос был такой: куда вы были депортированы в своей деревне? И когда я все анкеты просмотрел, получилось, что наши 154 семьи были депортированы в 7 различных регионов Российской Федерации, Советского Союза. Это и Узбекистан, и Урал, и Поволжье, Верхнее Поволжье, Марийская ССР, Костромская область, да, Пермская область, Горьковская область. В общем, 7 регионов. И тогда напрашивался вопрос: а почему так они сделали, почему так они решили, что именно их на... А ответ был простой, наверное, потому что расчленить все эти семьи, порвать все родственные связи, и тогда людям было бы выживать еще труднее. Семьи попали в разные, в Марийскую ССР, в разные. Их рассыпали, как и весь народ. Для нас важно восстановить справедливость, провести, можно сказать, даже юридическую реабилитацию лиц целого народа, в отношении которых было совершено тяжкое
в том числе с точки зрения международного права, преступление. Я думаю, что мы завершим данное производство, и материалы будут представлены в суд. Но очень важно довести это до вот юридического, так сказать, расследования, до логического конца. И я думаю, что вот это очень важно не только для нашего поколения, но и для тех стариков, кто сегодня свидетельствует об этом. Потому что очень многие люди, крымские татары, ушли в этот мир вот с этим самым, с горечью, с обидой, ушли как предатели, хотя им было тогда, может быть, там, 5 лет, да, вот ушли с этим чувством морального поражения. И это, конечно, очень страшно, это простить властям невозможно, но никто, что очень важно, за это не ответил. Не ответил Сталин, не ответил Берия, не ответили исполнители. Хотя я читала документы, например, вот сохранился большой комплекс документов об изгнании крымских татар из Судакского региона. Военно-чекистская спецоперация, так было сказано об этом, была проведена успешно. Руководство, вплоть до самых последних денщиков за успешное выполнение этой самой спецоперации были награждены орденами, медалями, ценными подарками, денежными премиями. То есть эти имена, фамилии известны. Никто из них не ответил и, скорее всего, уже за это преступление не ответит. Должен быть окончательный судебный акт по данному делу, который установит, скажем, виновность определенных лиц. Но за этой виновностью следует очень много фактов, очень много выводов, которые будут иметь значение для предотвращения любых последствий глобальных нарушений прав человека не только в нашей стране, но і в цілому і в других обществах. Мені, українцю, це ідентична біль була духовна, як для кримських татарів. Їх депортація і те, що зараз продовжується геноцид. І така ж ідентична біль загиблих моїх рідних і близьких земляків під час Голодомору, геноциду. І по кримських татарах, і по Голодомору. І я чув очевидців, які це розповідають. А крім того, я в руках тримав, вивчав, аналізував, співставляв документи, які це засвідчили, які це були масштаби поголовного винищення кримських татар, українців, тим проклятим сталінсько-комуністичним режимом и тією коммунистичной идеологией, яка была ними запроваджена. Оккупационная власть всячески противодействует попыткам расследования геноцида, самим фактам оккупации, контролем оккупированных территорий, а также фактически легитимируют в глазах мировой общественности этот акт, и в глазах собственного населения всячески пытается придумывать некие нелепые, чудовищные оправдания злодеяниям советской власти. Это также является международным преступлением, как попытка реабилитации геноцида и оправдания этих лиц, которые его совершили. Вот этот моральный аспект, он, конечно же, очень важен для наших стариков, для нас, молодежи, и для людей среднего поколения, что вот крымские татары уже не должны чувствовать себя людьми второго сорта. И я считаю уже, как историк, что любое преступление должно иметь наказание, потому что у каждого преступления есть преступники, у них есть имена, у них есть должности, их нужно назвать. Мы не можем многих из них вызвать на допрос, но мы можем назвать их имена, потому что никто из них практически не раскаялся. Для Украины, прежде всего, это значит, будет признанием того, что такие вещи, преступления имели место, да, по отношению
не только крымским татарам, но вообще тогда, что происходило в то время, понимаете, в чем дело? Тогда же не только крымские татары пострадали, тогда, скажем так, вся Украина, весь Советский Союз страдал от этих политических преследований, от этих репрессий, это все, все это уже известно, скажем так, это уже не секрет, но я думаю, что это будет важно, да, именно на политическом международном уровне. Для Украины это имеет большое значение, потому что цепочка расследования дел, которое является преступлением против народа, во-первых, это геноцид, установленный факт Голодомора. Во-вторых, это геноцид крымско-татарского народа, который не только определяется фактом депортации 1944 года, ведь это же было длящееся преступление. Один из элементов или один из направлений расследования заключается в том, чтобы установить и довести до логического завершения всю цепочку. Поэтому именно вот здесь сложность данного процесса. Сегодня украинскому государству очень важно и для своего развития, и для того, чтобы крымские татары, как государство, образующее этнос в Крыму, чувствовали себя комфортно, чувствовали себя людьми такими же, как все остальные, а не какими-то там детьми, внуками предателей, да, как это было вот до последнего времени. Для меня важно, что восторжествование справедливости, принцип неотвратимости наказания. Несмотря на то, что прошло столько времени, я думаю, что оценка действиям этих людей, хотя и уже многих из них нет живых, должна дана правовая правильная оценка. Справа не завершена. Об'явлена лише підозра 2 особам, а по крайній мною встановлено близько 3 десятків осіб, головних організаторів і співорганізаторів вчинення акту геноциду проти кримсько-татарського народу. Ну і я тримаю цю справу на контролі особистому, хоч уже і народний депутат. Очень важно, несмотря на то, что тех людей, которые были очевидцами депортации, их самих депортировали, их осталось не так много, но то, что делает сейчас прокуратура, чтобы в соответствии с нормами законодательства Украины и процедурами закрепить все эти показания, это чрезвычайно важно, поскольку они станут, эти показания станут в основу будущего международного суда, в чем я не сомневаюсь, и они будут частью международного суда над сегодняшними действиями Российской Федерации, чьи преступления направлены опять же по национальному, по этническому признаку против крымстатар, являются таким проявлением, преступлением этноцида, поскольку они практически, сегодняшние правители России, повторяют преступления Сталина. Конечный результат должен быть один. Признание данного факта геноцидом, судебным решением. Очень важно, чтобы это расследование было доведено до логического конца, то есть до признания депортации 1944 года геноцидом крымско-татарского народа. Крымско-татарскому народу необходимо судебное решение, которое не будет зависеть от политических процессов, и никто его не сможет отменить. Дело о геноциде крымско-татарского народа, как и дело о геноциде украинцев, евреев, ромов, является актом справедливости, который должен символизировать невозможность повторения этих преступлений снова.